Елизавета Филатова из Москвы. Девушка приехала в Ингушетию в рамках акции «Маяки дружбы» и сегодня участвует в масштабном субботнике. Убирает мусор, который после себя оставили равнодушные к экологической ситуации в родном регионе граждане. Вы сейчас собираете вот прям самые мелкие детали мусора. Объясняю. Дело в том, что любой пластик, он гниет в течение 450 лет. Вот. И даже такой маленький пластик может навредить природе, потому что со временем, при погодных условиях он может испортиться, он может выделять токсины, и все равно это плохо сказывается на почве. Вот. А так как нас много, то мы можем сейчас быстренько все собрать, весь мусор, даже каждую малость, для того, чтобы в будущем земля не загрязнялась. Вероника. Ее имя переводится как «приносящая победу». Вот и сейчас, закатав рукава, она борется за порядок и чистоту на прибрежной зоне реки Сунжа. Серьезно настроен и Роман Михайлович. Ребята его называют по имени и отчеству. Парень завоевал уважение своим серьезным подходом к любому мероприятию. А Евгений Порохненко из Херсонской области, пожалуй, самый скромный среди всех. Молча, вооружившись мешком, достает стеклянные бутылки из труднодоступных мест. Одержали победу? Да, над мусором? да, над мусором потихоньку мы стремимся к этому. У нас здесь огромная команда, и я думаю, что к концу в итоге мы придем к победе, да. На данный момент мы собрали совсем мало. Вы нас как раз отвлекли от того, чтобы мы собрали еще больше. Но вы настроены? Мы настроены очень серьезно. Мы сюда приехали, чтобы действительно помочь и насладиться красотами Ингушетии, тем, как здесь хорошо, какие здесь гостеприимные, прекрасные люди, и мы наслаждаемся каждой секундой пребывания здесь. В принципе, да, больше стекла. Там особенно битое. Вот это, даже если сюда кто-то с детьми придет, это не сильно приятно. Поэтому рад помочь. Субботник, организованный Министерством природных ресурсов и экологии, проводится в рамках акции «Вода России». Региональный комитет по делам молодежи с удовольствием поддержал инициативу. Благо у нас на территории Ингушетии находилась такая интернациональная команда проекта «Маяки дружбы». Они уже много дней помогают в реконструкции наших башенных комплексов. И узнав о том, что такая масштабная акция планируется, субботник, мы вышли с инициативой стать участниками. Это была инициатива одобрена. И вот мы приехали, команда приехала с гор, чтобы участвовать, и потом уже позже вернется и обратно будет помогать в реконструкции. Субботник на прибрежной территории реки Сунжа в Магасе собрал волонтеров, представителей различных ведомств и учреждений, членов партии «Единой России» и много других неравнодушных к экологической составляющей нашей столицы. Принимают участие даже егеря Сунжанского района. Субботник растянулся на много замусоренных километров вперед вдоль реки Сунжа. Они надеются своим здоровым отношением к окружающей среде стать добрым примером для тех, кто эту природу губит. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.